может быть, есть смысл, стоит или не стоит рассказывать, не знаю. Но, конечно, этот вопрос вызывает улыбку, с одной стороны. Ой, ну, это, конечно, в каком смысле он сказал, я не могу его комментировать. Ну, вы задаете вопрос, которых мы до конца ночи не смогу я вам ответить. Психиатр – это врач прежде всего. Он занимается лечением людей, страдающих теми или иными психическими расстройствами, то есть какими-либо болезненными процессами, расстройством психики. А психолог – это гуманитарная специальность, они психологическими моментами занимаются. Они, психологи, не врачи. Но иногда, правда, их деятельность, нашей деятельности может смыкаться при так называемых пограничных между нормой и болезненным состоянием всяких состояниях. Там бывает часто, что мы совместно прикладываем усилия, психологи, направив свои усилия, чтобы психологическую соответствующую коррекцию или диагностику произвести, мы психопатологической стороной работая. В настоящее время действующая классификация болезней, международная классификация, те состояния, которые раньше назывались психопатиями, отнесены к расстройствам личности. Как правило, они не видны в толпе, пока с характерной для него не дает ту или иную, не совсем нормальную, за пределы нормы выходящую эмоциональную или другую реакцию, пока не даст. В спокойном состоянии он ничем не выделяется, как и мы с вами. Как и во всей медицине. Бывают состояния, которых можно вылечить, бывают состояния, которых тяжело вылечить, долго лечить приходится. Бывают состояния, у которых ремиссия возникает, светлые промежутки, потом обостряются. В разной степени эффекта добиться всегда можно, потому что сейчас в нашем арсенале довольно широкий спектр психотропных средств, которые мы используем и помогаем людям с разными психическими расстройствами. Вопрос о причинности психических расстройств – это вопрос очень сложный. Бывает, конечно, психические расстройства, вызванные всевозможными стрессовыми факторами. Но бывают и наследственные предрасположения. А вот реализация его, как происходит до конца, науке не ясно. Там и биологические, и социальные, и психологические много взаимодействий очень сложных механизмов актуализируют те или иные расстройства. Обо всех психических болезнях одним словом говорить просто невозможно, они слишком разные. Когда я только начинал и проходил интернатуру, давние события запоминаются хорошо. Человек, закончивший Ленинградское хореографическое училище, вероятнее всего, у него были аффективные колебания, в рамках при которых он злоупотреблял алкоголем. И, соответственно, в ЛТП отправили его лечиться принудительно алкоголизма, а находясь там, у него развилось маниакальное состояние. Когда развилось маниакальное состояние с повышенной деятельностью, предприимчивостью, мыслительной и двигательной, эмоциональной расторможенностью, он решил там организовать
художественную самодеятельность, как это в советское время было модно, среди пациентов, которые лечатся от алкоголизма. И там он хореографической маленькой, там надумал хореографической такую сценку сделать и учил лиц, страдающих алкоголизмом, которые лечатся в условиях лечебно-трудовых профилакторий, танцу маленьких лебедей. И когда он, уже будучи госпитализированным в стационар, так красочно, красиво, с повышенным настроением, с оживленностью, увлеченностью, так красиво все это, когда рассказывал, мы, молодые врачи и даже опытные, от души посмеялись, и вместе, я помню, вот такой из далекого прошлого запоминающийся случай. Ну, на самом деле, конечно, психиатрия, она, тут веселого мало, душевных страданий, конечно, тяжелые у наших пациентов.